Даже выходной день для них не повод остаться в стороне от общегородского субботника. Спикер парламента и мэр Грозного вместе с депутатами прибыли в заводской район в самый разгар уборки. Одни сжигают сухостой, другие собирают мусор, в том числе бытовой. Магомед Даудов проинспектировал все районы Грозного. Он заявил, что каждый должен следить за порядком и чистотой в месте своего проживания. И главное – не сорить. Именно мусор أخرج من البيوت هناك وأديهم كامل هتابو إيش كامل تقول رجع الموزر ده عاق وسوق كامل ده ما حاجة هناك كذا. Мы подготовили бордюры, почистили их от грязи, подмели и продолжаем их красить, чтобы город был наш красивым. У всех здесь одна задача. Одним словом, настоящая командная работа. На улицу вышел весь коллектив 54-й школы. Учителя надеются таким образом стать примером для подражания для своих воспитанников. Очень дружно, хороший коллектив. Мы с таким позитивом вышли на этот субботник, потому что это наш дом. В нашем доме должен быть порядок, чистота. Я думаю, что это будет хороший пример для наших детей, потому что они, естественно, равняются на нас и будут видеть, что если мы наводим такой порядок, то они, наверное, по крайней мере, должны сохранять этот порядок. Старопромысловское шоссе самое протяженное в городе. 24 километра. Здесь понадобится не один день. Но настрой у всех позитивный. Субботники проходят по всему городу ежедневно. Проспекты, центральные улицы и дворы. Уборка коснулась каждого уголка в городе. Кроме наведения чистоты и порядка, жители также облагораживают территории. В городе высадили около 1000 саженцев. Кроме того, выравнивают и ландшафт. Было повалено дерево ветром. Мы решили это дерево спилить и вынести. А здесь была огромная яма. Мы эту землю решили не вывести, а засыпать сюда и выровнять. Будет красиво. Бордюры выравниваются. Черно-белая краска – хит сезона. Ею обновили бордюры вдоль дорог. Не забывают и о деревьях. По всему городу специальным раствором побелили сотни деревьев. Давно известно, что известь – отличное средство для профилактики от насекомых и грызунов. Но мало кто знает, деревья красят, чтобы уберечь ствол от резких перепадов температуры. Особенно весной, когда днем бывает уже жарко, а ночью еще могут быть заморозки. Вооружившись лопатами, метлами и кистями, жители Октябрьского района приступили к уборке ранним утром. Откликнуться на призыв главы республики «Долг каждого», говорят здесь. تنقص أرب بولر دقم دو أختيبن خزين تاين ويغال نقطة شوي باتش وده هو التاج سبوتني حقين صعدي داي أرخص هم دات إشت أبوال باش بوقت مصو سمو نعو رزق. Люди с активной гражданской позицией приезжают в столицу даже из отдаленных районов. Курчаловский район в составе 1200 человек приехали на очистку территории. Если есть какое-то поручение Рамзана Ахматовича Кадырова, никого не надо упрашивать, сами по своей инициативе собираются, им стоит только знать, куда им ехать. С настроением. обрезки еще деревья, побелки еще, сухостой аяк еще и мусор хагул аяк еще. Свои общие гал, гал ценцагач. أول خاص خدات يعني تخوض غلا دار كندوت بباتش عمر ثاني. تقدر يستنى خير يروي تسأنو يوين يشوش يوين تغادي شيلش ياتوي. Жители Ленинского района тоже приняли участие в субботнике. По поручению главы республики префектура Ленинского района она шаберищие бойла самугния буде она цану ешбу дере зогарна хилде он пачва элчунде адуэ да алмукла. Без малого 11 тысяч человек. Сегодня был самый масштабный субботник с начала марта. Всего же в этом месяце в очистке приняли участие около 70 тысяч человек. Субботники продлятся до конца месяца. Тинатин Музашвили, Зелим Закаев. Новости.